активный свой период, то есть непосредственной агитации кандидатов. И думая о выборах, об избрании президента, мы все в первую очередь должны думать. Избрание президента – это избрание курса нашей страны. И вот каждая партия, наверное, сейчас выходит к своим активистам, своим членам, своим сторонникам. И также Коммунистическая партия Российской Федерации, его общественная организация «Дети войны» вышла с обращением к гражданам России. В этом обращении Центральный совет Российской общественной организации «Дети войны» призывает всех избирателей голосовать за Харитонова Николая Михайловича. И при этом девизом стало «Поиграли в капитализм, хватит, выбираем социализм». И я, как дитя войны, дитя своего времени, как председатель Совета детей войны города Якутска, откликаясь на обращение Центрального совета, обращаюсь к своим сторонникам, членам нашей организации, всем, кто нас слышит. Мы жили в советское время, знаем, что это такое. Это народовластие, это забота о людях. А вот переходя на новый курс, партия, президент признали, что в нашей России есть бедные. То есть при капитализме богатые богатеют, бедные беднеют. А мы эту стадию уже прошли. И перешли было в социализм, которого уже не стало. Но мы, выбирая Харитонова и курс Коммунистической партии Российской Федерации, мы за социализм. До сих пор мы, дети войны, накануне 80-летия Победы, боремся, требуем, чтобы дети войны были защищены, чтобы они жили достойно, согласно того уровня, что это дети войны, дети победителей, которые страну освободили от фашизма. Построили СССР, самое могущественное государство в мире. И что стало? И вот всего-то осталось месяц до выборов. И вот каждый, кто идет на выборы, я убедительно прошу всех избирателей подойти и выразить свое отношение к кандидатам, голосованием, отдавая свой голос. Это, скажут, трудно. Трудно тем, кто еще не определился, что еще смотрит, куда бы еще уйти от ответственности. И будут ссылаться на разные причины. Что будут гонения на тех, кто голосовал за КПРФ. Это будут гонения на тех кандидатов, которые выдвигались. Это мы проходили. На прошедших выборах наш кандидат занял по голосам второе место. Но его никуда не пригласили в правительство или в другие органы управления государством. Стало быть, мы еще не научились работать при многопартийной системе. Вот это самая большая беда. И партия «Единая Россия», как руководящая, как они считают, как главная партия, должны работать с другими партиями, жить в мире и согласии. И главной задачей всех этих партий должно быть один курс. Курс благосостояния народа. Но у нас тарифы растут, цены растут,
это нравится. Сегодня 5% надбавили, завтра 2%. И это они считают, что они нам улучшили. Сколько? 2% цены тут же повысились. И мы не чувствуем этой заботы. И даже простой пример. День 9 мая. И вот накануне все говорят, мы помним, благодарим, чтим. А мы этого не видим. Потому что на сегодня мы, дети войны, думать должны и о детях тех, кто воевал в локальных войнах. А тех, кто сегодня сражается за нашу Россию в специальной военной операции. Их дети уже, оставшиеся сиротами, как они будут жить? Да, сегодня слышно, там добавили, там бесплатно учатся, там что-то делают. Может, со временем забудут опять, как нас забыли. Ведь советская власть даже в годы войны организовывала детские дома, заботилась о погибших семьях погибших, о сиротах. А на сегодня, спустя 80 лет, мы еще воюем, требуем, боремся, чтобы жить достойно. И вот, дорогие избиратели, кто меня слушает, кто меня видит, я убедительно прошу, подумайте, это не рядовые выборы, они решающие выборы. Поэтому мы должны очень серьезно отнестись. Наше поколение должны довести до своих детей, внуков это. Ведь им жить дальше. Я надеюсь,